В мае в нашем театре ожидается премьера, ну, как сказать, старые песни о главном или старые песни, новые песни о старом. Все Премьера, новое хорошо забытое старое. да, премьера оперы «Куарапулат». Я не знаю, можно ли назвать это премьерой, поскольку премьера его прошла в каком году? В 2015. В 2015. После большого перерыва опера вновь на сцене нашего театра пройдет в течение 5 дней с 18 по 22 апреля. Но об этом мы поговорим попозже. Сначала мы поговорим об общих вопросах. Несколько лет назад развернулась дискуссия о том, что татарам необходим свой музыкальный театр. Вы были активным участником этой дискуссии. Скажите, вот на каком этапе сейчас? Возможно ли создать такой театр? Нужен ли он нам? На самом деле за эти годы особо дело не сдвинулось. Я считаю, что этот театр нам очень нужен, потому что должна быть площадка для создания новых, и не только новых, но и каких-то спектаклей, которые, может быть, забылись. У нас вообще богатая театральная жизнь в Казани. У нас много разных театров, но вот в этой вот в этом перечне, мне кажется, очень сильно не хватает музыкального театра, потому что у нас на сегодняшний день негде посмотреть мюзикл, оперетту, музыкальную драму. Вот в полном ее объеме посмотреть эти жанры негде. Как национальные спектакли, так и современные, так и зарубежные, вообще любые. Они есть точечно в разных театрах, то есть там «Заря Шаяль», допустим, идет, да, в Камаловском театре, там «Скрипач на крыше» идет в Качаловском театре, в Тинчуринском театре тоже есть несколько музыкальных спектаклей. Но это больше такие драматические спектакли с музыкой, я бы их так назвал. А именно, собственно говоря, музыкальные театры, очень спектакли, им просто негде идти. Или, допустим, молодой композитор написал свою оперу, возможно, там большой оперный театр еще пока не готов взять там оперу, репертуар, это действительно сложно, дорого и так далее. Еще нужно, чтобы молодой как бы себя зарекомендовал. Но ведь и даже малой сцены какой-то нет, чтобы поставить музыкальный спектакль, чтобы был оркестр, пусть хор небольшой, певцы. Этот театр крайне нам необходим. Я это чувствую с каждым днем все сильнее и сильнее. Ну вот несколько лет назад, я сейчас уже не помню точно, но точно не 2 года, 4-5 лет назад, когда развернулась эта дискуссия, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, она сказала, что Тинчуринский театр изначально был создан как музыкальный театр. И она сказала, что именно этот театр может занять эту нишу. Тогда же был здесь организован оркестр, который возглавил молодой композитор Ильяс Камал. Сейчас вот ансамбль оркестр организовывает концерты, да, 1 марта. То, что вы назвали ансамблем, это, кстати, очень закономерно, потому что это маленький оркестр или большой ансамбль, можно так назвать, да. «Куарапулат» появится на сцене Тинчуринского театра, хоть пусть и временно, так скажем, да, не войдет в репертуар. Но вот вы как считаете, Тинчуринский театр мог бы занять эту нишу, или все-таки у Тинчуринского театра свой репертуар, а музыкальный театр вот должен быть отдельно? Ну вот вы правильно сказали, что на заре он был музыкальным театром, действительно. Ну вообще у татар, в принципе, в начале века все спектакли были музыкальные, это было вне отрыва, то есть Салих Сайдашев не просто так появился. То есть все спектакли были музыкальные, потому что люди шли на 3, 4, 5, 6 часов, спектакли же были очень длинными, и там была и история любви тебе, и какая-то драма, и песни, и танцы, то есть это был целый такой вот именно вечер, насыщенный, такой спектр жанров сразу же, как бы, да, люди получали, ну, там, телевизора не было, там, интернета не было, то есть это был такой досуг, полный, такой all-inclusive, то, что называется. И, собственно говоря, вот этот народный татарский театр, он в принципе музыкальный. Но за эти годы, конечно, во-первых, нужно отличать музыкальный театр от оперного театра. Оперный театр — это свои каноны, это свои традиции и свои требования. То есть, ну, не так же просто люди учатся долго в музыкальных школах, потом в училищах, в консерватории, чтобы овладеть этим мастерством. Будь то скрипач, будь то там,
трубач и, конечно, певец-вокалист. То есть это должна быть совершенно другая подготовка. И за эти годы, пока существовал и существует Тинчуринский театр, он, конечно, себя развил как драматический театр. То есть здесь уже проделана большая работа, здесь целая история есть Тинчуринского театра, как именно драматического театра, театр драмы и комедии. И сейчас, если мы будем пытаться переделать Тинчуринский театр музыкальный, здесь есть два пути. Это либо пытаться совместить два театра в одном, такой компромиссный вариант. То есть есть одна труппа музыкальная, другая труппа драматическая. Один путь. Но насколько это на одной сцене, насколько это вообще возможно, каждый спектакль требует своего внимания. Вот даже сейчас мы делаем Карапулат, я очень этому рад, но пока большой вопрос, будет ли это в репертуаре или нет, там много своих моментов. Или тогда нам полностью убирать вот эту труппу и делать этот театр полностью музыкальным. Это тоже, мне кажется, очень болезненно и как-то неправильно. Поэтому нет, я за то, чтобы, конечно, была какая-то отдельная труппа, отдельная команда. Может быть, на какой-то другой сцене, может быть, какая-то будет сцена арендованная. Тут же даже дело не про зал, а про план работы, чтобы это была команда, у которой была возможность сделать ряд спектаклей, может быть, там 2-3 сезона, а потом уже поставить вопрос о конкретном здании, где этот будет существовать. Может быть, такой сценарий возможен. Я не исключаю. Но у нас, если все пойдет по плану, так скажем, да. Если не брать во внимание катаклизмы, которые сейчас происходят в мире, освобождается здание Камаловского театра, по сути дела, через несколько лет. Да. И соблазн велик, чтобы сделать из него музыкальный театр. Я не знаю, у кого какие мысли по этому поводу. Конечно, там наверное, много есть вариантов, они все рассматриваются, и, наверное, все хорошие. По поводу музыкального театра здесь есть только один, но самый главный вопрос. Нужно консультироваться со специалистами, которые разрабатывали концертные залы музыкальных, оперных театров. Насколько этот зал... Понятное дело, что там тоже будет, наверное, какая-то реконструкция и что-то обновление. Насколько это насколько это реально сделать из него музыкальный театр. Ведь у меня сразу возникает такой вопрос. Если драматический театр туда сейчас не влезает, я просто знаю, как камаловцы живут, работают, то есть действительно там все в тесноте, но не в обиде, как говорится, и поэтому я очень рад за них, что у них будет своя большая сцена новая. Но как туда влезет музыкальный театр, где нужен репетиторий для оркестра, репетиторий для хора, репетиторий для балета или танцоров и так далее. Ведь это же все большие помещения. И большой вопрос, как это влезет. Если инженеры как-то смогут это, и все сообщество, такая творческая общественность это поддержит, то я был бы рад, если бы там был музыкальный театр. Если там это невозможно, значит, в другом месте надо делать. У противников отдельного здания, строительства отдельного здания музыкального театра есть еще один аргумент. Они говорят, что у нас недостаточный репертуар музыкальных спектаклей. То есть его не хватит для того, чтобы целый месяц показывать каждый день спектакли. Вот вы как считаете, на сегодняшний день этот репертуар достаточно? Как его недостаточно? Может быть, они видят этот театр как-то иначе, чем я. Я его вижу как универсальная площадка. Первое – это современное произведение. То есть произведение, которое уже написано. У меня только есть 3-4 спектакля. Есть мои молодые коллеги, и не только молодые коллеги. Это наша классика. Я этот театр трактую не как сугубо только татарский. Я его трактую как театр кукол. Это вроде бы театр кукол, но там есть и большая сцена, где идут такие более кассовые спектакли, есть малая, где идут более экспериментальные. Там идут спектакли и на татарском языке, идут спектакли и на русском языке. Там идет и мировая классика, там идет и современные авторы. Я этот театр вижу так. У нас нету ни одного бродвейского спектакля в Казани, его нельзя посмотреть. Мы не можем посмотреть, допустим, как выглядела первая татарская опера. Мне интересно. Может быть, большой сцены оперного театра для этого и не нужно, потому что они сами были камерные тогда. Допустим, чтобы мы могли прийти, хотя бы я не знаю, раз в 3 месяца, вот так вот выглядела первая татарская опера.
Может, как-то ее нестандартно поставить, немножко осовременить. У нас не идут ни современные авторы, ни рок-оперы, ничего. Огромный список, огромный список. Это же могут быть совершенно разные произведения. И российские авторы есть. Поле, Мгм. спектр очень большой. В том же Тинчуринском театре, да, была единожды поставлена опера «Проходи тогда же». Вот, о том и речь. У Радика Салимова есть, у Эльмиры Галимовой что-то есть. У многих есть. Вот сейчас Миляуша Миляуша. написала, мне кажется, это очень интересно. Я пока не слышал, только один маленький отрывок, но она должна идти у нас. И как раз, возможно, для начинающего, опять же, вот я повторяюсь, там сразу же большую сцену, там, может быть, и даже и неправильно давать. Но какая-то камерная сцена должна быть, чтобы человек мог осуществить свою оперу. А потом уже можно посмотреть, действительно, что-то ну, стоящее. Может быть, мы эту оперу теперь можем принести там, на большой зал. Или пусть она идет как бы на малом, а мы молодому автору закажем большую оперу. Это постепенно, вот такое звено нам не хватает. Вот такое звено нам не хватает. Ну, оперой Милёши Харулиной заинтересовался Татарский оперный театр, но этого, наверное, не произошло бы, если бы она не получила российскую премию, так скажем. Возможно. Потому что многие творческая вот интеллигенция говорят, что вот это свойственно именно Татарстану. Для того, чтобы стать востребованным здесь, нужно стать известным за пределами. Это вообще свойственно на России. В Мгм. своем отечестве пророка нет. У нас есть такое выражение целое. Да. Мгм. Да. Поэтому пусть все сложится, пусть все получится. И не знаю, здесь ли, там ли, в нашем оперном или все-таки появится музыкальный театр. Главное, чтобы произведения звучали, чтобы они... Мгм. Вы в этом году стали, или в прошлом году, В прошлом, 20-м. лауреатом российской премии, 21-м, премии президента Российской Федерации. После этого вам не поступало предложений? Не приглашали в Москву, например? После этого поступали только предложения с концертами, Мгм. чтобы провести творческие вечера в разных филармониях, в разных городах России. Вот такие предложения поступали. И вот сейчас, я надеюсь, что все получится. У нас ведь один катаклизм, второй катаклизм. Мгм. Вот. А в общем целом пока каких-то таких прям крупных предложений именно от театров нет. Пока не было. Но если поступят, вы готовы уехать из Татарстана или все-таки татарская музыка – это приоритет в вашем творчестве? Ну, благо профессия композитора вообще позволяет, хоть ты себе на каком-нибудь необитаемом острове сиди и пиши. То есть я могу жить где угодно, и в Казани в том числе, и писать оперу для Санкт-Петербурга, Москвы или там другого города. Также я могу жить, там, не знаю, в Москве, а писать оперу для Татарского академического театра. Сейчас я бы не ставил такие барьеры. Мгм. Ну, также с прошлого года вы заведующий кафедрой музицирования, да, или как это называется? Композиции, извините. Музицирование, да. Композиции Казанской консерватории. Ведь тоже несколько лет этой кафедры не было. С чем вот возникла потребность вновь ее восстановить, так скажем? Нет, эта кафедра была, она была всегда. Это одна из первых кафедр, которая появилась, когда основали Казанскую государственную консерваторию в 1945 году. Ну, потом объединили ее с другой Да, кафедрой. просто, насколько мне известно, в начале 2000-х ее объединили с кафедрой теории музыки. Поэтому наша даже кафедра так и называлась, кафедра теории музыки и композиции. То есть тут и теоретики работали, музыковеды, и работали композиторы. Вот. Мы также, собственно говоря, я на ней учился. Вот. Просто, когда пришел новый ректор, в прошлом году у нас сменился ректор, и ректором было принято решение, что более продуктивно эти кафедры будут работать отдельно. Пусть рядом, но отдельно. Потому что вообще в большинстве вузов это отдельная кафедра со своей отдельной программой и так далее. Ну, такое решение он принял и предложил мне ее возглавить. Поэтому вот я этим сейчас занимаюсь. Вы вот человек творческий, свободный, так скажем. Удалось ли влиться в эту административную работу? По поводу влиться, дело в том, что я ведь не с бухты-барахты там возник заведующей кафедрой. Во-первых, я выпускник Казанской консерватории. Во-вторых, как я окончил Казанскую консерваторию, я поступил в аспирантуру и сразу же там начал преподавать. В прошлом году исполнилось ровно 10 лет, как я там преподаю. В этом году уже 11. И, собственно говоря, я знаю всю внутреннюю кухню, я знаю, как работают наши педагоги, профессора. И когда встал вопрос
разделение кафедры. У нас маленькая кафедра, конечно, там буквально нас там 3 человека. Вот сейчас Бердана Бишимова я взял на работу, четвертым членом кафедры. Стал вопрос, вот, кто будет заведующим кафедрой. И, собственно говоря, вот, ректор решил, что я эту идею поддержал, потому что, ну, пусть я молодой, но какой-то там небольшой опыт уже есть. Если я могу быть полезным вот в этой вот сфере, а так мне помогают, то есть я не полностью ушел туда. Для меня творчество как было, есть и будет на первом месте. Когда мы с вами разговаривали, когда вас назначили заведующим кафедрой, у вас были планы делать концерты, в том числе и студентов, и выпускников, возрождая классику татарскую, да, так скажем. Удалось это У меня воплотить? были планы, чтобы музыка студентов-композиторов начала чаще звучать, и звучать не только в стенах консерватории, но и вне консерватории, чтобы о них начали узнавать. Потому что все-таки консерватория такая институция закрытая достаточно, туда мало кто так сразу приходит, если нет каких-то связей, там, знакомств. И поэтому вот буквально на днях, позавчера, состоялся концерт на экспериментальной площадке МАМ, где звучала новая музыка студентов-композиторов. Мне очень приятно, что эту идею площадка МАМ поддержала, во-первых. И наши студенты, во-первых, композиторы, и наши студенты-музыканты кафедры, там, у нас там были духовые инструменты на этот раз, деревянно-духовые. Все вместе вот так объединившись, сделали такой концерт, и пришла совершенно другая публика, которые увидели, что вот есть композиторы. И мне кажется, это очень было вдохновляюще и для самих композиторов, и для музыкантов. И сейчас вот еще в этом году запланировано, помимо этого концерта, 12 мая запланирован симфонический концерт, где будут звучать симфонические произведения наших студентов, композиторов впервые, публично, за долгие годы. Такая традиция была при Жиганове, когда студент-композитор исполнялся в концерте оркестром. Эта традиция, к сожалению, разорвалась по разным причинам, не знаю даже по каким, но сейчас композитор хотя бы раз за эти 5 лет может услышать, как его музыка, симфоническая музыка звучит в реальном звучании, и публика сможет это услышать. Где пройдет этот концерт? Этот концерт пройдет в БКЗ, в Большом концертном зале, в исполнении студенческого симфонического оркестра. Будут такие премьеры. А в планах, вы не рассматриваете Тинчуринский театр так же, как сцена для такого? Тинчуринский театр рассматриваем. Я знаю, что оперная студия, она уже давно имела контакт, имеет контакт с Тинчуринским театром. Моя премьера спектакля «Алтын Казан», которая была дипломной работой, состоялась на сцене Тинчуринского театра. Такой опыт был. Не знаю, посмотрим, что будет в дальнейшем. Это, наверное, больше вопрос, конечно, к оперной студии, потому что на театральной сцене надо делать что-то театральное, а театральным искусством занимаются они. Но я, допустим, знаю, что сейчас на сцене Тинчуринского театра готовятся премьеры там небольших опер, музыкальных спектаклей, где и наши студенты пишут. Такой эксперимент, такая лаборатория, насколько я понимаю. Мне очень интересно, чем это закончится. Лаборатория Умай, посвященная татарской женщине. Вот, лаборатория Умай. Поэтому эти контакты, они сами возникают. Буквально недавно, в этом месяце прошла премьера, в нашем театре прошла премьера спектакля «Мадина». Вы были композитором. Вот расскажите, как рождался этот тандем, как писалась музыка для этого спектакля, где вы брали вдохновение? Спектакль «Мадина», да, такая драма в стихах Ильгиза Заниева, которую я уже знал давным-давно, но я рад, что наконец-то она дошла до сцены и получила такое воплощение. Меня больше всего, конечно, вдохновила сама форма, что Ильгиз ее писал вот в лучших традициях шекспировского такого театра на татарском языке, но форма вот сама она такая классическая. И когда я писал музыку, я, собственно говоря, вот представлял вот этот шекспировский театр. И мне хотелось, чтобы музыка нас погружала в такой дух. Поэтому там появился такой вот вальс, там появилось звучание клавесина, там появился струнный оркестр, соло флейта, вот все такое чуть-чуть нас отсылающее вот в образ вот такой вот классики, потому что сам по себе ведь театр появился как вот эта эпоха Возрождения, как возрождение древнегреческого театра, где есть вот хор, вот это вот все.
И мне хотелось какое-то вот такое дать ощущение за счет музыки. Музыка в театре, у нее на самом деле одна функция — это дать атмосферу вот этих событий. Я написал несколько композиций, и вот они все вошли в спектакль. Я очень благодарен оркестру театра, потому что изначально, конечно, музыка ведь большое значение имеет, как ты как бы решишь музыкально, что это будет. Это будет баян, это будет электронный инструмент, это будет хор, это будет какое звучание. А здесь есть замечательный оркестр с Ильясом Камалом. И, собственно говоря, вот на базе вот его оркестра я взял те инструменты, которые мне были нужны, мы записали эту музыку. И мне кажется, она стала полноценным участником этого спектакля. После премьеры какие отзывы получали? Не было ли критики то, что в этой музыке вообще нет ничего татарского, например? От зрителей отзывы были какие-то? Отзывы были, мне очень много писали, и что музыка их очень тронула. Я вот даже ее в социальных сетях опубликовал, чтобы люди могли сразу же вот музыкой тоже отдельно насладиться, потому что театр — это театр. По поводу татарского, ну, сам по себе спектакль, он ставит какие-то общечеловеческие ценности, вопросы, философские ценности. Это касается как и татар, так и русских, так и там, англичан, но вообще человека в целом. И поэтому музыка, мне кажется, она была написана такой именно, чтобы просто тронуть человека, вот именно вот его вот эту атмосферу погрузить, а какой-то иллюстративности национальной как бы речи не шло. То есть, ну, в этом плане, мне кажется, музыка органично работает с этим спектаклем. Там же и костюмов нет национальных, там, собственно говоря, какой-то татарский язык, вот, самый главный инструмент, а во всем остальном это сделано по общим таким мировым стандартам. Просто было интересно, как консервативная публика, которой среди татар много, Да, восприняла да. это. Нет, ну консервативная публика вообще может спектакль, в принципе, не воспринять, мне кажется, если уж на то пошло. Почему такие какие-то такие нравы, почему вообще такие вопросы поднимаете? У татар такого нет. У татар же есть такая вот традиция. У татар такого нет, хотя все как бы головой-то понимают, что как бы есть. Но они говорят, ну не надо об этом говорить, не надо вытаскивать на сцену. Зачем вы об этом говорите? Вот есть такой момент у татар. Но мне кажется, современный вообще театр, современная жизнь, мы все-таки живем не в начале века 20-го, и даже не в 19 веке мы живем. Мы должны ставить те вопросы, которые нас волнуют сегодня. Мы же живем нашими страстями, не страстями того времени. Хотя мы не знаем, как жили тогда. Может, там было еще хлеще. Не знаем. Это был первый спектакль, музыку для которого вы писали именно для Тинчуринского театра? Это был второй спектакль. Первый был «Три аршина земли». Режиссер тоже Ильгиз Зайниев. Да. Я к чему спрашиваю? Музыка к спектаклям, которые вы написали для Камаловского театра, вышла отдельным сборником. Музыка, которая вышла для спектаклей Тинчуринского театра, набирается ли для сборника? Есть ли в планах выпустить такой сборник? Нет, а я вот буквально недавно, нет, это уж давно, в прошлом году публиковал вот на всех вот этих вот платформах, где люди слушают музыку, там iTunes, там Яндекс.Мьюзик. Там вот, допустим, есть полный саундтрек спектакля «Три аршина земли». И вот сейчас мы, кстати, готовим премьеру такой же музыки к спектаклю «Мадина», чтобы люди могли везде это послушать, и на Ютубе. Вот, поэтому, нет, это важно, чтобы это... Я вообще всегда пишу музыку так, конечно, первое, чтобы это работало на задаче спектакля, а второе, чтобы ее можно было потом тоже отдельно послушать. Для меня важно, как для композитора. «Черная палата», постановка которой ожидается 18 мая на сцене нашего театра. Она полностью повторит постановку 2015 года? Она максимально повторит, да. То есть мы берем за основу ту самую постановку. У нас несколько из новых людей, то есть там солисты у нас Илюса Худина, Ильгиз Мухудинов появились новые имена. Восстановление спектакля будет заниматься Туфан Имамутдинов, главный режиссер этого театра, но он видел тогда премьеру, у нас есть и записи, и видеозаписи, будем стараться восстановить. Я не исключаю, что появятся какие-то, конечно, свои
какие-то элементы могут быть новые. Всегда спектакль — это живая субстанция, живые люди, и оркестр у нас будет здесь другой, музыканты другие. Но, в общем, в целом мы опираемся, конечно, на ту постановку. Это восстановление спектакля. Не постановка, а восстановление. Оркестр будет Тинчуринского театра? Оркестр Тинчуринского театра, но мы его усиливаем дополнительными музыкантами, потому что там нужно такое плотное, большое звучание. А музыканты откуда будут? Музыканты, ну, я думаю, что это по большей части выпускники Казанской консерватории, может, даже студенты. Но это вопрос больше даже к Ильясу Камалу, потому что он именно отвечает за оркестр и вот все, что касается музыкантов. А чья это была идея реанимировать, так скажем? Если честно, это была моя идея. Директор театра, Тинчуринского театра, уже давно говорил о том, что мы хотим, вот мы планируем, но для того, чтобы поставить спектакль, это же должно много факторов сойтись. Это не так просто поставить спектакль. Он как бы планировал, но я стал инициатором этой идеи, что в этом году эта постановка приурочена к 1100-летию принятия ислама булгарами, а наш спектакль тоже посвящен истории Булгар, легендам этого древнего города, и это очень, как-то, мне кажется, закономерно. И когда я вышел с этой инициативы к президенту республики, он эту идею поддержал, и Министерство культуры это поддержало. Собственно говоря, вот Министерство культуры сейчас это дело все помогает осуществить, и совместно с нашим театром мы начали эту работу. Вот. Но 7 лет — это слишком большой Срок большой, перерыв. очень большой срок. Это я вот только недавно задумался, вроде бы это было как вчера, когда я посмотрел на календарь, это же 7 лет, то есть это за это целое поколение артистов могло воспитаться новых. Вот. Фактически это, фактически мы, конечно, будем восстанавливать, но ставить-то как будто заново. Да. Но вы не боитесь, что вот пройдет 5 показов с 18 по 22 мая, а затем снова пропустим несколько Потом лет? опять 7 лет. Боюсь, конечно, я хочу, чтобы этот спектакль жил. Я хочу, чтобы эти 5 показов стали таким вот трамплином для дальнейшей жизни этого спектакля. Пусть там не каждый месяц, но хотя бы в сезон, чтобы он проходил несколько раз. Мне бы очень этого хотелось. Артисты этого очень хотят. Ведь здесь же еще о том стоит вопрос о востребованности наших певцов. Они должны чаще петь, выступать. Им это очень интересно. Мы должны их чаще слышать. Мне хочется, чтобы это стало таким вот стимулом, каким-то движением для развития этого спектакля. Вот эти 5 постановок. А кто сможет посмотреть спектакль? Только гости торжеств или любой зритель может приобрести Нет, билет? спектакль, я знаю, что продаются билеты уже на сайте Тинчуринского театра, можно купить билеты. Специально для этого сделано 5 показов, чтобы это показать не только гостям, которые приедут в Татарстан, но и обычные зрители, и те люди, которые были на нем, и те люди, которые не были, но слышали что-то о нем. 5 показов — это достаточное количество времени, чтобы найти среди этих 5 дней тот день, когда вам удобно прийти на этот спектакль. Поэтому я надеюсь, что все 5 дней будут аншлаг, а если все 5 дней будут аншлаг, это значит то, что можно вести разговоры о том, чтобы его снова показать в будущем сезоне, например. А разговоры об этом уже были или не было еще? Разговоры об этом были, но разговоры об этом всегда упираются в то, что как мы его будем эксплуатировать. То есть у нас здесь очень большое количество приглашенных людей. Хор, музыканты не все есть в том штате. И сам главный солисты. Это все приглашенные люди, большие профессионалы, конечно, для вовлечения которых нужны средства. То есть, вот, допустим, обычные актеры драматические, они здесь в штате, они получают зарплату и работают в этом театре. Да, это их основное место работы. А когда артисты приглашенные, гораздо труднее осуществлять постановку. Гораздо труднее. Это нужны какие-то специальные средства. Нет, зарплатного фонда для них нет. А билеты, вообще опера — это очень дорогая штука. Опера — это очень большие затраты. И поэтому билеты сделать очень дорогими, чтобы это был самоокупаемый. Мне кажется, это тоже будет сложно, потому что у нас трудно очень дорогие, с дорогими билетами полностью заполнять зал. Поэтому нужны какие-то средства, не знаю, может быть, в чем-то можно сократиться, я не знаю, хотя мы и так уже сократили смету до минимума. Не знаю, может быть, появится какое-то дополнительное финансирование
поддержка, если все видят, то, что этот спектакль очень вот нужен публике. Я очень на это надеюсь. Я очень на это надеюсь. Вот лично не только для композитора, а для создателя, пусть то писатель или композитор, или поэт, режиссер, вот такой большой перерыв, то, что вот произведение не транслируется, не показывается, вот лично это эмоционально-морально какую-то боль приносит Конечно, конечно. Любое произведение, особенно крупное, которое не живет, которое просто живет вот там где-то в столе. в столе, особенно обидно, когда оно уже было исполнено, и ты знаешь, что был очень хороший отклик, и что многие люди даже этого ждут, но оно лежит в столе по там, вот таким вот причинам. Это приносит очень большую боль и страдания, а самое главное, на самом деле, каждый непоставленный спектакль, особенно молодого автора, композитора в данном случае мы говорим, это ставит большой вопрос о том, что напишет ли он свою следующую оперу, родится ли следующее произведение, и будет ли он вообще этим заниматься. Какие-то там, ну, небольшие жанры, да, там песни и так далее, они, ну, как-то еще жизнь свою находят. А вот опера, допустим, вот человек написал оперу, и эту оперу вообще никто не поставил. Он возьмется за вторую оперу? Навряд ли. Навряд ли. А если возьмется, опять никто не поставит, а уже третью не поставит точно никто, и он точно уже писать точно ее не станет. Это ставит крест на нем, как на потенциальном вообще вот таком вот кладезе. Это может быть наше будущее наследие, а мы сразу же подрываем это. Вот я поэтому говорю, что хоть какие-то камерные возможности должны быть. А если он видит, что его спектакль идет, что люди на него ходят, у него возникнет новая идея создать что-то новое. Нас и так очень мало. Композитор рождается не каждый день, не каждый год. Нужно поддерживать. Вот самая главная поддержка – это когда ты чувствуешь, что твой труд, он нужен. Поэтому я желаю, чтобы наши все спектакли, мои и моих коллег, чтобы они жили, чтобы публика их видела. На самом деле даже публике это нужно. Не знаю, кто-то взял почему-то вот такая идея, что это как бы трудно зал собрать, что это никому не нужно. Мне кажется, это неправда. Неправда. Ну и последний вопрос. В этом году уже заканчивается театральный сезон. В следующем театральном сезоне есть уже какие-то планы дальнейшего сотрудничества с Тинчуринским театром? Когда состоялась премьера «Мадины», я помню, что Ильгизу все начали говорить о том, что так, Ильгиз, после такой тяжелой трагедии мы очень ждем от тебя комедию, чтобы как-то полностью сделать что-то такое другое. И я надеюсь, что если Ильгиз будет делать здесь комедию, что я напишу музыку к этому спектаклю. Я очень на это надеюсь. Ну и с Туфаном мы всегда на связи. Я думаю, что может быть что-то получится и с Туфаном тоже. А в данный момент вы над какими-то спектаклями уже работаете? В данный момент я работаю, мы сейчас пишем спектакль, я пишу музыку к спектаклю в Альметьевске. Там должна быть премьера в середине мая уже, мы уже тут совсем рядом. Тоже с Ильгизом? Тоже с Ильгизом, вот там как раз комедия. Нам ее уже в начале этого сезона заказали, вот мы сейчас должны ее выдать. Вот такая работа сейчас в самое ближайшее время. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Ждем всех на премьере. Все-таки 7 премьере, лет, как будто заново, да, на премьере. Приходите. В течение 5 дней на сцене Тинчуринского театра 18, 19, 20, 21 и 22 мая «Черная палата» композитора Эльмиры Низамова. Да, до встречи. До свидания. Это всего мы 36 минут разговаривали. Еще не выключился. Еще не выключилось.